Стоп. Даже безобидная пачка жвачки не останется незаметной для проверяющих на пункте сдачи экзамена. Вначале рамка, а потом еще и ручной металлоискатель выявляет не только металл, но и все, что спрятано в карманах выпускников. За ходом экзамена тщательно следят и общественные наблюдатели. Это студенты вузов, колледжей и просто неравнодушные жители. А вот с участившимися в последние годы по всей стране случаи подмены личности в этом году решили бороться основательно при помощи специальных камеры. Вот он смотрит туда, в эту камеру, то есть идет фото-видеоотчет, и в базу данных все это передается. До этого, значит, все выпускники, значит, в школах предварительно сделали фотографию, есть база данных, так что это на случай того, если будет какая-то подмена, подлог и так далее. То есть это тоже фактически невозможно. Ну, помимо этого, вы видите, члены Государственной инвестиционной комиссии, паспортный режим, так называемый, вот видите, значит, имеется в виду у нас организатор, тоже проверяет, то есть имеется на наличие, значит, телефона. Денис Аршкоев благополучно прошел проверку разных уровней и теперь готовится пройти в аудиторию. В прошлом году он не набрал нужных баллов, чтобы поступить в вуз и стать юристом. Сегодня абитуриент решил улучшить свой результат. Пересдать решил просто больше набрать. Сейчас русский язык, сейчас резервные дни. Сдают выпускники прошлых лет, как я. И в дальнейшем осталось лишь обществознание сдать, и все. А так, наверное, юриспруденция и органы, может быть. Как получится. В прошлом году средний балл ЕГЭ по русскому языку составил около 70, увеличившись по сравнению с предыдущими годами. Многие связали это с тем, что тестовая часть экзамена оказалась слишком легкой, поэтому сейчас задания значительно усложнили. Например, раньше в задании номер 2 предлагали варианты подстановки пропущенного слова, а теперь школьники должны выбрать их самостоятельно. Также появилось новое задание в КИМе – пунктуационный анализ текста. Новшества коснулись и сочинения. Если раньше при оценивании работ акцент делался на поиске аргументов, то сейчас он сместился на работу с комментариями. Раньше они оценивались в 3 балла, а в этом году в 5. Впрочем, абитуриенты резервного срока нововведений не боятся, ведь у них было достаточно времени, чтобы подготовиться к экзамену. Я сегодня немножко волнуюсь. Я сдаю русский язык. Я хочу в следующий год поступить и надеюсь, что у меня получится поступить на ту профессию, которую я мечтала, хотела. И я вот за некоторое время очень трудилась, чтобы добиться своей цели. И по некоторым причинам мне пришлось отложить свои выборочные предметы, но я надеюсь, что я на следующем году сдаду их. А какая профессия твоей мечты? Куда ты хочешь поступать? Я хотела на стоматолога. Резервные дни ЕГЭ стартовали по всей стране 17 июня. Это в первую очередь возможность для выпускников прошлых лет получить аттестат, пересдав экзамены. И для сегодняшних, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине – шанс пополнить свои баллы. Всего у нас заявлено порядка 145 выпускник сегодня сдает. Вот так. Каких-то у нас сбоев никаких нету. Экзамен проходит в штатном режиме. По сравнению, значит, скажем так, с аналогичным периодом, значит, позапрошлый год, с каждым годом число нарушений оно намного меньше. То есть выпускники, значит, особенно, значит, родители, общественность понимают, что надо учиться. Напомню, резервный этап единого госэкзамена завершится 1 июля, а в случае неудачи пересдать ЕГЭ экзаменуемые смогут только осенью. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.